Здравствуйте, уважаемые коллеги и студенты! Мы знаем, что дистанционные образовательные технологии в настоящее время очень актуальны и востребованы. Они широко используются в нашей системе образования. Сегодня я хочу показать, как на занятиях русского языка можно использовать свой экран в качестве проектора. Конечно, для этого нужно заранее подготовить видеофайлы. Видео можно взять из интернета, а также можно создать свое видео. Как это выглядит? В свое видео можно включить все этапы урока. Сегодня мы посмотрим, какая эффективная работа будет со своим созданным видео. Здесь я останавливаю демонстрацию. Это видео я взяла из интернета, чтобы поднять эмоциональный настрой студентов, чтобы его подготовить для восприятия учебного материала, настроить на совместную работу, на дальнейшую совместную работу. Дальше идет уже подготовленное видео преподавателя. Эпиграфом нашего занятия является высказывание великого французского философа Жан-Жака Руссо. Прочитайте, пожалуйста, подумайте, каков смысл данного высказывания. Подберите синонимы к слову «полезный». Приостанавливаю видео, перехожу к детям, так, и здесь я могу выслушать ответы студентов. Пожалуйста, кто скажет, какова основная мысль этого высказывания? Своими словами можете высказать свое мнение. Гузель, пожалуйста. Ну, мы живем в океане информации, и вот каждый день, заходя в интернет, мы получаем и вредную, и полезную информацию. И вот я думаю, нужно и важно приучить себя брать только то, что полезно и необходимо только для нас. Так, значит, Гузель сегодняшнюю информацию, вот этот поток информации сравнила с океаном. Да, нужно брать только необходимое.
А вот вы просмотрели видеоролик. Что вам дал этот видеоролик? Пожалуйста, Гузель. Ну, во-первых, это видео, оказывается, очень вдохновляет и мотивирует. И, во-вторых, после просмотра этого видео мне вот больше захотелось достигать своих целей, несмотря на всю эту суматоху, которая происходит в нынешнее время, и несмотря на этот карантин. Да, на самом деле этот ролик дает очень позитивную энергетику, да? Правильно. Да. Молодец. Ну, дальше пошли. Определяем речевую тему занятия. В этом нам поможет прием Кроссенс. Аналитическая вычислительная машина, мозг, калькулятор, яблоко, программисты, собачка, вирусы, паутина, человек в цепях. Так, останавливаем, извините, чуть-чуть пропустила. Так, пожалуйста, как мы уже сказали, нам нужно определить тему, речевую тему нашего занятия. Это что у нас? Это что? Аналитическая машина. Кто изобрел эту машину, помните? Да, Чарльз Бэббидж. Ага, молодец. Дальше у нас картина. Мозг. Мозг. Какая функция нашего мозга? Хранить память. Хранить память, хорошо. Воспоминания. Это наша память, а? Дальше. Да. Калькулятор. Калькулятор, вычислительная техника. Дальше у нас что? Яблоко. Красное Красное. яблоко. Угу. И все. Яблоко. Что вы можете еще сказать о яблоке? Ну, оно спелое. Спелое. Красное яблоко. Произведение. Чье произведение? Чингиза Айтматова. Айтматова. Но пока, наверное, Чингиза Айтматова здесь не будем трогать, да? Дальше. Хакеры. Хакеры или программисты, да? Далее. Это у нас символ электронной Почта. называется собачкой. А еще что мы знаем? За границей его называют, это, кажется, улиткой и обезьянкой. Иностранцы, да? Иностранцы называют. Да, иностранцы. Обезьянкой. Дальше что у нас идет? Коронавирус. Коронавирус. Давайте коронавирус сегодня на занятии забудем. Это у нас компьютерный Вирус. вирус. Хорошо. Сеть. Паутина. Да, сеть и паутина. Это ассоциация такая, да? Значит, планета планета где находится? В сети? Окружена. Да, вот она Сети. вот в эту сеть. Дальше. Зависимость. Зависимость, да, смысл картины зависимость. Человек в неволе, человек в цепях. Он зависит от компьютера. Как вы думаете, значит, о чем мы будем говорить? Вот все-таки вернемся к нашему яблоку. Если бы было это яблоко откушено, это бы символизировало? Компания Apple. Да, Apple. Значит, все у нас связано с какой темой? На ваш взгляд? Интернет, что ли? Электроника. Электроника. Или вот у нас что это? Компьютер? Компьютер. Сегодняшняя речевая тема. Компьютер. Молодцы. Дальше пошли, да? Человек в цепях. Угу. Да, вы правильно определили речевую тему. Тема занятия – компьютер. Сформулируйте, пожалуйста, цели занятия. В этом нам поможет лингвистическая игра «Собери слова». Из данных слов составьте, пожалуйста, предложение.
Подчеркнутые глаголы должны иметь форму первого лица множественного числа. Так, пожалуйста, просмотрите, как можно связать эти слова, чтобы у нас получилось предложение. Первое предложение. Гузель, прочитайте, пожалуйста. Знакомимся с новыми словами и терминологией по специальности. Молодец. Батма вот подняла руку. Читайте, Батма. Развиваем логическое мышление. Развиваем аналитическое, логическое мышление, да? Омар поднял руку. Асканбаев. Да. Научимся извлекать из текста нужную информацию. Молодец. И последнее. Кто прочитает? Можно? Читайте, Омар. Формирование бережных отношений к здоровью и уважения к людям. Молодец, Омар. Здесь мы приостанавливаем. Значит, мы с вами выяснили, определили тему и цели нашего занятия, да? После того, как мы выяснили с вами тему и цели нашего занятия, давайте выясним, а что мы знаем о компьютерах? А что мы знаем о компьютерах? Давайте соберем всю нам известную информацию о нем в корзину идей. Вспомните картины Кроссенса. Здесь при ответах мы должны употребить обстоятельства времени. Допустим, как мы познакомились в первый раз с компьютером. Для этого я вам подготовила документ, которым вы сейчас просмотрите и ответите на вопросы. Вот наш документ. Вот, пожалуйста, видно? Да. Вот так я сделаю. Смотрите, временные отношения в простом и сложном предложении. Это у нас грамматическая тема. Нужно связать нашу грамматическую тему с лексической темой. Вспомните, что обозначает обстоятельства. Обстоятельство указывает на время действия, да? Когда что происходит. И отвечать на какие вопросы мы это изучали в школе? Какие? Когда, с каких пор, до каких пор, На за каком? сколько времени, на какой срок. Сейчас, используя данную таблицу, вы должны ответить на следующие вопросы. Вот. Значит, первый вопрос. Слушайте, когда вы впервые познакомились с компьютером? Кто ответит? Используйте предложно-падежные конструкции со значением времени, которые я указала вам на таблице. Батма, пожалуйста. Батма. Я познакомилась с компьютером со школы. Со школы. Хорошо. Ермек, пожалуйста. Я познакомился с компьютером с 7 лет. 7 лет, молодец. Следующий вопрос. За сколько времени вы научились пользоваться компьютером? Кто? Ермек отвечает. Батма, пожалуйста. Я познакомилась с компьютером за месяц. Значит, я научилась, да? Я научилась пользоваться компьютером за месяц. Так, еще кто у нас хочет ответить? Можно? Гузель, пожалуйста. Я научилась пользоваться компьютером за неделю. За неделю, молодец, умница. Следующий вопрос. Как долго вы сидите за компьютером каждый день? Кто у нас отвечает? Асканбаев, пожалуйста. Ну, за компьютером в день сижу от 1 до 3 часов. Так, еще вернее, значит, я сижу за компьютером целый час. Да, можно ответить? Если вы сидите с 3 до 5, то я сижу за компьютером с 3 до 5.
А если с утра до вечера я сижу за Целый день. целый день? Я сижу за компьютером целый день. Молодец. Дальше мы посмотрим, как же в сложном предложении это временные отношения. Посмотрим временные отношения в сложном предложении, да, вот. Мгм. Это мы все в школе проходили, нам всего лишь надо повторить. Давайте, чтобы вам было легче, я вам покажу видео. Приостанавливаю здесь. Сейчас я вам покажу следующее видео, чтобы вам было легче выполнить данное задание. Где у нас? А вот интернет. Вот у нас интернет сейчас. Вот, пожалуйста. Следующее видео. Придаточные времени – это придаточные обстоятельственные. Что случилось? Которые указывают на время совершения действия или проявления признака, о котором идет речь в главной части. Они отвечают на вопросы «когда?», «как долго?», «с каких пор?», «до каких пор?». В качестве средства связи при них выступают союзы «когда», «пока», «как», «едва», «после того как», «как только» и другие. Например, как только мы свернули на лесную тропинку, солнце осталось позади. Главное предложение — солнце осталось позади. Придаточное — как только мы свернули на лесную тропинку. Поставим вопрос к придаточной части. Солнце осталось позади. Когда? Как только мы свернули на лесную тропинку. Придаточная часть поясняет главную. Солнце осталось позади. Отвечает на обстоятельственный вопрос времени, указывает на время совершения действия, присоединяется при помощи союза «как только». Значит, это придаточное времени. Повторим. Придаточные времени — это придаточные обстоятельственные, которые указывают на время совершения действия или проявления признака, о котором идет речь в главной части. Они отвечают на вопросы «когда?», «как долго?», «с каких пор?», «до каких пор?». В качестве средства связи при них выступают союзы «когда», «пока», «как», «едва», «после того как», «как только» и другие. Останавливаем это видео. Вот, пожалуйста, обратно я вернусь к нашим примерам. На основе этого видео вы должны сделать практическую работу. Вот, пожалуйста, из двух простых предложений, да, из двух простых предложений вам нужно составить одно сложное. Пожалуйста. Шел дождь, Омур сидел за компьютером. Ведь у нас он сидит целый день же, вчера шел дождь, да, вот пример. Как можно трансформировать два предложения в одно сложное? Турсуналиева, пожалуйста, Гузель. Пока шел дождь, Омур сидел за компьютером. А еще есть вариант? Да, конечно. И когда шел дождь, Омур сидел за компьютером. Когда Омур сидел за компьютером, шел дождь, да? Хорошо. Дальше вот у нас главная героиня предложения Гузель. Батма читайте.
Гузель искала в интернете нужную информацию. Гузель, читайте, пожалуйста. Пока Гузель искала в интернете нужную информацию, пришла мама. Или Или нет? Когда Гузель искала в интернете нужную информацию, пришла мама. молодец. Да, Так, второй вариант лучше. да, второй лучше, да? Третье предложение. Эрмек, пожалуйста, отменят карантин, мы поедем Мы отдыхать. поедем отдыхать. Когда отменят карантин, мы поедем отдыхать. Да? Ой, все мы устали, да, от этого карантина. Молодец, Эрмек. И четвертое предложение, пожалуйста. Кто ответит, сделает из двух простых одно сложное? Гузель, попробуйте. Так, я буду сидеть за компьютером целый час. Мне нужно подготовить реферат по теме возможности компьютера. Кроме союзов, когда? Пока, у нас еще после того, как, перед тем, как, до тех пор. Ну-ка, какой лучше? Так, Союз подберите. После того, как, да, мне нужно подготовить реферат по теме возможности компьютера. После того, как я буду следить за компьютером целый час. нет, вот Всё здесь вот было. лучше использовать союз пока. Пока я буду сидеть за компьютером целый час, мне нужно подготовить реферат по теме возможности компьютера. А может, все-таки перед тем, как Перед тем, как я буду сидеть за компьютером целый час, мне трансформировать нужно подготовить реферат. Гузель, перед тем, как подготовить реферат по теме возможности компьютера, или как? Давайте, думайте. Вот перед тем, как, да? Вот вначале нужно поставить. Я сбиваю вас с толку, да? Думайте. Это еще один прием преподавателя. Я буду сидеть за компьютером целый час. До тех пор, пока не подготовлю реферат по теме возможности компьютера. Да? Есть Да. еще варианты, можно? Так. Составить еще предложение. Ну, достаточно, давайте, у нас время уходит. Это будет дополнительным домашним заданием. Понятно, да? Да. Останавливать демонстрацию. Молодцы. Мы с вами вспомнили обстоятельства времени и союзы. При помощи каких союзов соединяется придаточная, к главной части придаточная часть со значением времени, да? Сейчас, теперь вспомним, давайте, интересные факты о компьютерах. Мы с вами вспомнили, когда вы познакомились с компьютером, да? Теперь вспомните интересные факты. Что мы знаем о компьютерах? Гузель, пожалуйста, слушаю вас. Ежедневно в интернете зависает 30% населения Земли. Это примерно 2 миллиарда человек. Молодец. И еще у кого какая информация? Кто еще знает? Омур, что-нибудь знаете? Давайте, Омур поднял руку, да? Это компьютеры еще изобрели в далекой древности, и они назывались Абак. Абак, молодец. Еще первые компьютеры назывались ENIAC, и они весили более 30 тонн. Ага, молодец. Молодец. Сейчас я тоже подготовила интересные факты. Посмотрим, да? Извините, у нас время иссякает. Так, значит, мы с вами посмотрели, насколько удобно пользоваться готовыми видео на занятиях русского языка. Во-первых, это очень интересно. Во-вторых, если у преподавателя запланировано несколько занятий, то преподаватель может отдохнуть. И в-третьих, это видео, подготовленное видео можно отправить студентам на WhatsApp.
Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.